Ассаламу алейкум всем подписчикам. Мы уже наслышаны ингушскими сказками о древности и крутости ингушей, но уже знаем, что доказывать что-либо ингушам бесполезно. Они глухи к правде и кайфуют от собственных сказок. Они просто упиваются своими россказнями типа Гургала Безголового. Видимо, Гургал ближе ингушам тем, что у него тоже отсутствует на плечах голова. Поэтому будем просвещаться сами, черпая информацию из достоверных источников. Вот что пишет про ингушей профессор Ибрагим Дахкильгов. Самый известный и признанный еще в советское время ингушский историк, литературовед и фольклорист. До переселения ингушей на плоскость отдельные племенные группы родов носили свои наименования – голгаевцы, царинцы, феоппинцы, кисты, чулихаевцы. Такое распространение объясняется экономическим и политическим преобладанием голгаевской племенной группы в горах над другими названными выше племенами. Еще сравнительно недавно ингуши, горцы называли себя Ламур или Ламра, что значит горный житель, от Лам – гора, 29, С 160-161. Этноним Галгай, в настоящее время являющийся самоназванием ингушей, в XVIII веке распространяется только на одно из горных нагских обществ, лежащих неподалеку от Дарьяльского ущелья. Все исследователи согласны в том, что этноним ингуши имеет позднее происхождение и происходит от названия селения Ангушт. Данный этноним появляется в российских письменных источниках не ранее XVIII века, и его появление прямо связывается с жителями селения Ангушт и его окрестностей. Нужно отметить, что в русских источниках долгое время наблюдается раздельное существование этнонимов, имеющих отношение к обществам, которые в конце концов и составили ингушскую нацию. Так вот, военные донесения той поры не только не относят галгаев к ингушам, а даже прямо их противопоставляют. Как отмечает Г. Вертепов, под именем ингушей известна народность чеченского племени, состоящая из нескольких отдельных групп или обществ, которые входили в состав бывшего ингушевского округа Терской области. К ним относятся джейраховцы, кистины, кисты, голгаевцы, гологаевцы, назрановцы и голошевцы. Все эти названия придуманы русскими и даны каждому обществу по имени важнейших аулов, селений, долин, гор и рек, на которых они обитают, причем перенесение сельских правлений из одного аула в другой в некоторых случаях влекло за собою и перемену названия самого общества. С мнением Вертепова согласны и Муталиев с Чехкиевым, которые признают, что этноним ингуши является названием русского происхождения, самоназвание же народа – галгаи. Оба эти этнонима вобрали в себя имена ряда вайнахских обществ, которые во второй половине XVIII – начале XIX века консолидировались в народность, в основном на ныне занимаемой ингушами плоскостной территории. В сборниках статей «Без прошлого нет будущего», вышедший в Нальчике в 2005 году, составитель РШ Албагачиев и
Ингуши, вышедший в Саратове в 1996 году, составитель А.Х. Танкиев, где приведена данная выдержка из статьи Г. Вертепова, в предложении под именем ингушей известна народность чеченского племени, состоящая из нескольких отдельных групп или обществ, которые входили в состав бывшего Ингушевского округа Терской области, пропущено словосочетание чеченского племени. И вместо него стоит многоточие. Таким образом, известный ученый исправляет первоисточник, на который сам же ссылается. Совершенно очевидно, считает Сигаури, что еще в первой половине XIX века этнонимы Галгай и ингуши существовали отдельно друг от друга. Первый этноним возник не ранее XIII века и означал «житель крепости», «башни». Постепенное слияние этнонимов ингуш и Галгай начинается лишь со второй половины XIX века. Не случайно, что, например, барон Услар, изучавший чеченский язык, отнес речь ингушей к одному из говоров чеченского языка, отметив при этом, что наиболее сильно измененным наречием говорят жители Джейрахского ущелья. Последние еще в начале XX века не считали себя ингушами-галгаями. Для них Галгай все еще означало «жители» конкретного соседнего с ними общества или тейпа. Орстхэй – это не горное родоплеменное общество, тем более не ингушское. Это предгорно-равнинное объединение чеченских обществ Мержей, Цечей, Елхары и Галай, являвшихся составной частью Чечни и чеченского народа еще со времен принятия ими ислама. Они испокон веков жили на собственной территории и никуда и ни к кому не примыкали. Профессор Ибрагим Дахкильгов. Каждый чеченец герой и каждый чеченец генерал. Я миллион первый.